8 сентября 2023 года настало важное событие для Якутии – выборы главы республики, народных депутатов Якутии 7-го созыва, а также 85 избирательных кампаний муниципального уровня. В том числе основные выборы глав муниципальных районов, депутатов представительных органов муниципальных районов, глав поселений, депутатов представительных органов поселений, дополнительные выборы депутатов представительных районных органов и повторные выборы депутатов муниципальных образований. По всей республике зарегистрировано 646 089 избирателей, 806 избирательных участков, 129 из которых находятся в столице, и 5772 наблюдателя. Наша обязанность сходить на выборы, проголосовать, чтобы наши бюллетени никуда не ушли, все было честно. За будущее нашей страны. Чтобы лучше жилось нам всем. Чтобы наша республика правильно развивалась, в правильном направлении. Чтобы выбрались достойные люди. Законы хорошие соблюдались, и людей слушали, дороги делали. Чтобы богатство нашей республики оставались у нас. Чтобы выборы прошли на должном уровне, необходимо провести тщательные подготовительные работы. До выборов члены комиссии уточнялись по спискам избирателей и принимали заявления на голосование по месту жительства вне участка. Такими привилегиями пользовались якутяне, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях. Члены комиссии выезжали на вертолетах, вездеходах и аэросанях. Подали заявление в наши избирательные комиссии через МФЦ, через госуслуги заявились о том, что они хотят голосовать по месту жительства. За обучение наблюдателей была ответственна Общественная палата Якутии. Организованные ими семинары об особенностях общественного контроля в единый день голосования проводились каждый день и в онлайн-формате, чтобы охватить как можно больше будущих наблюдателей. Среди обучающихся наблюдались как новички, так и имеющие опыт. На занятиях учили, как необходимо себя вести в различных трудных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательных участках. Также для общего кругозора провели курс истории выборов. Работы рабочего органа, института по работе с общественными наблюдателями для того, чтобы выборы состоялись открытыми, честными, законными и легитимными. 8 сентября начался первый день голосования. Хотя избирательные участки открывались в 8 утра, наблюдатели были на своих рабочих местах уже в 6:30, проводили подготовительные работы. Времени отдыхать нет, лишь за 3 часа некоторые участки успели принять порядка 500 человек. В течение 12 часов наблюдатели внимательно следили за ходом голосования. Сейчас такое напряжение, что, знаете, некогда отдыхать. Поздно уходим, закрываемся в 8, естественно, все проверяем. И домой только приходим где-то в 10 часу. По словам наблюдателей, все идет гладко. Настроение у населения самое положительное. Все торопятся исполнить свой гражданский долг. Радостно отмечают, что выборы проходят прозрачно. Участковые избирательные комиссии оснащены связью, переносными ящиками, кабинками для голосования, оборудованием для хранения, сейф-пакетами, печатью, избирательными бюллетенями, протоколами, а также были установлены средства видеофиксации. На каждом избирательном участке есть камера, которая фиксирует абсолютно все. На каждом избирательном участке есть независимые наблюдатели и наблюдатели от партий. Ход голосования шел под четким контролем Центра общественных наблюдений, который является штабом для всех партий, организаций, граждан и избирателей. Мы открыты для всех партий, для всех общественных организаций, для всех граждан, избирателей. Сюда можно прийти и убедиться, как идут выборы. Буквально тут экран у нас находится, где указываются все наши территориальные комиссии избирательные. Идет просто тестирование, все работает. То же самое у нас стоят ноутбуки рабочие, где можно будет проверить. Стоит помнить, что Якутия – единственный субъект России, расположенный в 3-часовых поясах. Первыми в 6 часов утра по якутскому времени в республике открылись избирательные участки, расположенные в Абыйском, Алахевском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском районах. В 7 часов по якутскому времени начали работу избирательные участки в Верхоянском, Аймиконском и Усьянском районах, а в 8 – все остальные. Лишь за утро первого дня выборов избирательные участки по республике посетило 84 565 человек, что составляет 12,46% от общего количества избирателей. Самыми активными были жители Анабарского улуса. Наши
селяне и наши северные районы идут впереди. В Анабарском районе, например, приняло участие 45% избирателей на сегодняшний день на час. Оленьке 38,5%. Традиционно очень сильно голосуют Верхневилюйский район из наших сельскохозяйственных 29,8%, Верхоянск 29%, Горный 28%. Ну и мы, организаторы выборов, наблюдаем, какая большая явка наблюдается и в городе Якутске. Во второй день выборов избирателей было еще больше. Так как 9 сентября выпало на субботу, выходной день, в республике проголосовало порядка 200 тысяч человек, что составило 34,36% от общего числа избирателей. Но настроение избирателей приподнятое, очень торжественно. С этой точки зрения мы в своих информационных ресурсах об этом пытаемся рассказать, о наших ветеранах, о нашей молодежи, о тех настроениях, которые есть в наших населенных пунктах, возле избирательных участков в нашем городе. Выборы оказались достаточно насыщенными. Явка в 2023 году была хорошей, ни высокой, ни низкой. По данным на 18 часов 10 сентября участие в выборах приняло 293 157 избирателей, что составило 45,37% от числа избирателей, внесенных в список. Лидерами стали Оленёкский, Верхневилюйский, Горный, Анабарский и Усть-Алданский улусы. По словам специалистов, такие показатели обуславливаются тем, что избиратели заинтересовали высокой конкурентностью и активной работой кандидатов и избирательных объединений. Чувствуется мощная подготовка к этой выборной кампании. Каждый кандидат, он, например, четко видел, как развивается республика. И у каждого свой взгляд, свои подходы, да, но они говорили о том, что вот идем вперед, вот идет какой-то сдвиг вперед. На выборах старались охватить как можно больше людей. Если по каким-то причинам у граждан не было возможности присутствовать на избирательных участках лично, например, по состоянию здоровья, они воспользовались правом на выездное голосование. Жители могли позвонить в территориальную избирательную комиссию и подать заявку. Заявки принимались каждый день до 14 часов 10 сентября. На выездах работали члены участковой избирательных комиссий в сопровождении наблюдателей. Поедут 2 члена участковой избирательной комиссии, и если кто-то изъявит желание также из наблюдателей, тоже могут присоединиться и отправиться на выездное голосование. Мы берем с собой ящики для выездного голосования, ширмы, бюллетени. Правом голоса обладают все граждане республики, в том числе и отбывающие наказание в исправительных центрах и проходящие лечение в психоневрологическом диспансере. Посетили управление исправительного центра, который создан при исправительной колонии номер 1, где получили возможность голосовать около 60 граждан, те, которые отбывают наказание именно не в местах лишения свободы, а именно в исправительном центре. Из них 17 человек, те, которые имеют регистрацию в городе Якутске, тоже получили возможность принять участие в голосовании. Очень важным направлением является мониторинг и контроль реализации избирательных прав граждан наших, которые проходят лечение в стационаре, как в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. Там также были организованы голосования. Молодое поколение активно проявило свою гражданскую позицию. Студенты после пар и дополнительных занятий спешили на избирательные участки. Они прекрасно понимают, что от них зависит будущее республики, поэтому стремились отдать голос за тех, кто сможет обеспечить жителей Якутии всеми необходимыми условиями для развития. Очень много студентов приходят на выборы свои, и оно понятно, что действительно сейчас осенний период, и действительно их освобождают от занятий, чтобы они проголосовали. И они, конечно, как группа идут наплывом. Были нововведения. Например, на выборах использовался комплекс обработки избирательных бюллетеней, по-простому электронные урны. Бумажные бюллетени сканировались и распознавались прибором, производящим подсчет. Они хорошо себя показали в работе. За 3 дня голосования было зафиксировано минимальное количество нарушений. Все хорошо. Бывают такие нюансы, что если где-то чуть-чуть загнулся уголок, да, он тогда не считывает. Этого практически нет.
Здравствуйте. Бюллетень обработан. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Подсчет голосов идет согласно строгой схеме. После закрытия избирательных участков начинается подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней. Потом идет работа со списками избирателей, вскрываются переносные ящики, сейф-пакеты, стационарные ящики. После все бюллетени сортируются по партиям, кандидатам, недействительным и спорным. И по итогу идет уже сам подсчет голосов, организуется заседание, в ходе которого рассматриваются жалобы и подписываются протоколы об итогах голосования. Все документы отправляются в вышестоящую комиссию, что должна сообщить о их принятии. На этом работа участковой избирательных комиссий заканчивается. Первый протокол, который подпишет сегодня каждая участковая избирательная комиссия, это итоги голосования на выборах главы республики. После этого определятся голоса, поданные по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов, народных депутатов Республики Саха-Якутия 7-го созыва. А после этого подведутся итоги по единому избирательному округу, ну или, как просто говорят избиратели, по партийным спискам. Если были муниципальные выборы, ну, например, у нас в городе Якутске сейчас проходят выборы депутатов Якутской городской думы, то дальше следует муниципальный уровень. Если есть глава района, например, с районного уровня начнут, то главу района определят голоса, и дальше уже представительный орган. Ну, а у нас в Якутске сразу перейдут на депутатов Якутской городской думы. 13 сентября было принято постановление Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия о результатах выборов главы. Центр избирком постановил признать выборы главы республики состоявшимися и действительными. Главой республики на следующие 5 лет стал Айсен Николаев, набравший 238 432 голоса, что составило 75,78%. То есть более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Также вышло и постановление о результатах выборов народных депутатов Республики Саха-Якутия 7-го созыва по Республиканскому избирательному округу. Было избрано 35 народных депутатов. Дневный избирательный марафон закончился. Значит, мы сегодня уже подписываем протоколы на выборах на главу и на народных депутатов. Никаких больших нарушений, жалоб, значит, практически не было. Поэтому мы считаем, что выборы прошли, значит, нормально. Финальный день голосования совпал с Днем города Якутска. Праздничной атмосферой были наполнены не только улицы города, но и избирательные участки. Красиво украшенные помещения и избиратели в национальных костюмах. И День города отпраздновали, и свой гражданский долг выполнили. 10 сентября началось с возложения цветов памятнику первопроходцам. Руководство республики и города отдали дань уважения и благодарности, пообещав приложить все усилия, чтобы Якутск продолжал процветать. После начались ежегодные традиционные гуляния с веселыми песнями и интересными выставками. Сегодня наша задача сводится к тому, чтобы совершить за оставшиеся 10 лет до 1932 года качественный скачок в развитии нашего города. 5 сентября в преддверии празднования Дня города президент нашей страны Владимир Владимирович Путин одобрил предложенный мастер-план развития нашего города. И вышли конкретные поручения, которые позволят преобразить наш город к его масштабному юбилею 400-летнему. Поэтому будем делать наш город не только самым большим, но и самым лучшим в условиях вечной мерзлоты. У Якутии большой потенциал, который необходимо не просто сохранить, но и использовать во благо республики. В этом году население Якутии достигло 1 миллиона. Данный факт говорит о том, что ответственности на плечи тех, за кого мы отдали свои голоса, ляжет гораздо больше. Сейчас нам остается лишь надеяться, что они не подведут ни нас, ни свою родную землю и все свои обещания воплотят в жизнь.